доброго вечера. В эфире Prime на телеканале АТР. Это время, когда мы говорим о наиболее важных для страны темах и приглашаем наиболее интересных собеседников. Сегодня я рад приветствовать в студии АТР вице-премьера по вопросам европейской и евроатлантической интеграции в правительстве Украины Дмитрий Кулеба. Привет. Но мы с Димой давно на «ты», поэтому мы не будем из себя строить каких-то людей официозных. Вот, хотя должность очень высокая и звучит, не только звучит, но и содержанием большим наполнено. Я бы хотел первый вопрос задать такой, чтобы мне было понятно, чтобы всем было понятно. Вице-премьер такая вообще не очень понятная должность, да? Ну, как бы есть премьер-министр, есть министр, они занимаются направлениями конкретно. Вице-премьер это что-то, какая-то настройка, тем более понятно из тех вопросов, которые вынесены даже в название должности, что это, как сказать, дисциплинарная, что ли, должность такая. Ну, то есть она выбирает в себя разные направления, там, экономические, политические, любые, да. И вот именно о том, как работает вице-премьер, и за что он отвечает, и кто ему подчиняется, чтобы понимали наши зрители, я хочу вот с этого начать. В нынешнем правительстве вице-премьер в чистом виде есть только один по европейской и евроатлантической интеграции. Идея очень простая. Эти две темы пронизывают деятельность практически всех органов власти, всех министерств, так или иначе. И нужен человек, нужна должность и человек на ней, который бы выполнял три функции. Во-первых, координировал, потому что вопросы сложные, они требуют правильно задавать темп, чтобы люди не забывали, там, что им что-то нужно. Решать межведомственные какие-то там неполадки. И координировать в целом политику в этой сфере. Вторая функция – это решение проблем. То есть вы не смогли два министерства договориться, пришли ко мне, и мы с ними решаем эту проблему. Ну, это я образно говорю. И третья функция – это, как известно в дипломатии, это человек, которому можно позвонить из Брюсселя. То есть это диалог, это быть точкой входа для наших партнеров из ЕС и НАТО по Украине. То есть на высоком политическом уровне они знают, кто отвечает за этот вопрос и к кому обращаться по той или иной тематике. И они все как бы знают, что тебе надо звонить, да, вот любые европейцы? Они знают, я знаю, когда им нужно звонить, но мы, в принципе, сейчас вышли на очень хороший уровень, когда очень много и горизонтальной коммуникации, когда чиновник из Брюсселя, отвечающий за энергетику, напрямую звонит в Министерство энергетики. Это то, к чему мы стремимся. Соединить наши органы власти и органы ЕС, чтобы у них была как можно развитая сеть контактов. Я в идеале хочу, чтобы однажды эта должность, которую я сейчас занимаю, была уже не нужной, потому что все будут работать самостоятельно, максимально эффективно, быстро, и вопросы будут решаться сами собой. Вот так как звонят Дмитрию Кулебе, также можно и всякие там западные деятели, и политики, и чиновники, также вы, зрители телеканала АТР, можете позвонить ему прямо сейчас в прямой эфир нашего канала через Viber +38 073 419 4158 и задать вопрос, пообщаться с вице-премьером с питанием евроатлантичной, европейской и евроинтеграции. Также есть skype atr.tv, тоже можно звонить, задавать вопросы, пользуйтесь случаем. Мне самому очень интересно. И вот, значит, пришел ты на эту должность, с должности посла Украины в парламентской ассамблее Совета Европы. В Совете Европы. В Совете Европы, да, извини, это за точность уже. Ты там пробыл 3 года, правильно? Да. Я помню нашу последнюю встречу тут, в той еще должности ты был. Я тебя спросил, вот насколько курс, предположительно, курс новой власти будет соответствовать вот европейским критериям, заданным еще при старой власти и так далее. Тогда ты еще не был, тебе еще даже, по-моему, предложение не делали. Это давно было. Да. Да, и ты тогда мне сказал, что как только я увижу, что европейские, евроинтеграционные или натовские процессы тормозятся, да, я в этом участвовать не буду. Прошло несколько месяцев, ты дал согласие на вхождение в правительство Гончарука под руководством, естественно, президента Зеленского. Да? Что тебя убедило в том, что этот курс будет не только выдержан, но я просто тебя знаю, тебе нужно что-то делать. Да? Это имитацией заниматься ты не будешь, как ты не занимался этим в ПАСЕ. Да? Вот что было сказано тебе и какие ты свои идеи внес, вступая в эту должность?
Да, собственно говоря, 2 разговора с Гончаруком и потом с Зеленским для меня прояснили ситуацию. Я увидел желание идти тем же курсом, желание скорректировать этот курс, чтобы сделать его более понятным для граждан Украины, чтобы он вызывал меньшее опасения, какие-то вопросы. И это, в принципе, во многом совпадало с тем, какие улучшения, какие позитивные изменения я бы мог внести, если бы занимался этим еще там, в предыдущие годы. Ни во время встречи с Гончаруком, ни во время встречи с Зеленским я не услышал ни одного намека, ни одной интонации на то, что мы собираемся фальшивить на треке интеграции. И, в принципе, мне этого было достаточно. Понятно, там расписки тебе никто не даст. Мы все живем в реальном мире, реальной политике. Но могу честно тебе сказать, что за 1,5 месяца на должности я от коллег не слышал ни одного тоже намека, либо там, типа, знаешь, ну ты там не сильно, давай, нам же у нас не все так однозначно. Там, придержи, тут еще Путин есть. Придержи допустим, лошадей, там, да, и все такое. Вот, ну, пока такого не было, все, над чем мы работали, все, что я хотел запустить, пока удалось запустить. Обрати внимание на один простой момент, программа деятельности правительства. Вот мы уже очень много лет интегрируемся в НАТО, очень с перерывами, очень много лет интегрируемся в Европейский Союз. А правительство Гончарука – это первое правительство, которое в программу своих действий включило отдельным разделом конкретные цели по европейской интеграции, по евроатлантической интеграции. Ни одно правительство до этого конкретно предметные обязательства на себя в этой сфере не брало. Это твоих рук дело? Ну, это общих рук дело, конечно. Но самое главное, мы прошли парламент поддержал эту программу, она не была изменена, уточнена, то есть никто не попытался, давайте здесь немножко помягче язык сделаем, давайте здесь уберем. Мы поставили очень амбициозные цели и по ЕС, и по НАТО достигнуть соответствия критериям членства. Это то действительно, что Украина может сделать сама. Ну, то есть, никто нам не гарантирует, понятно, это не от нас зависит, что нас возьмут и когда нас возьмут, да, в ЕС и в НАТО. Но идея в том, что мы должны пройти свой путь для себя, в первую очередь. Потому что это правильный критерий. Это не просто критерий какого-то союза, каких-то союзов двух, да? Это они нам лично полезны. Ты правильно понимаешь? Мы делаем это для своих граждан, для своей страны, для ее безопасности и процветания. Завтра, может быть, на момент, когда там, мы же видим, что происходит в Европейском Союзе, может завтра там Европейский Союз расколется на Западный Европейский Союз и Восточный Европейский Союз. Будем корректировать, куда вступать. Будем решать, мы хотим вступить в Западный или в Восточный. Но и гипотетически. То есть не нужно превращать членство само по себе в фетиш. То есть я, знаешь, часто вырываю слова из контекста. Я четко хочу сказать, несомненно, мы идем к членству. Нас не интересует альтернатива членству. Нас не интересует, а давайте мы придумаем особый формат. Квази-членство. Квази-членство, да. Давайте что-то придумаем. Нет, мы идем к членству. Но мы живем в реальном мире, и мы не должны превращать из этого членства в фетиш, потому что завтра может ЕС измениться, завтра НАТО может измениться. Мы должны все, что мы должны делать для своей страны. И более того, может настать ситуация, как сейчас произошло с Северной Македонией и Албанией, которые все сделали, выполнили все требования, и с ними должны были начать переговоры о членстве, но Европейский Союз сказал, нет, не время, мы передумали. Это сейчас причина очень серьезного кризиса внутри самого Европейского Союза. Спасибо, что ты сказал об этом сам, упомянул. Я имел разговор несколько дней назад с парой европейских дипломатов, и они сказали, что для них это шок. Да, они все шокированы. Да, они не ожидали такой прыти, в кавычках, от Франции, ведь Франция инициатор этого торможения. И, по-моему, Нидерланды поддержали, да? По-моему, так. Вот. И Дания еще, да. Смысл, вот в чем я просто зрителям объясню. На простом языке. Македония даже поменяла свое название по требованию ЕС на Северную Македонию, чтобы не быть одноименной с Македонией регионом в составе Греции. И тогда как бы Греция, как член НАТО, дала добро на вступление в НАТО и в ЕС. Так, неправильно понимаю? Да. Вот. В ЕС, только в ЕС. В ЕС, да. Речь о ЕС, но в принципе это параллельные вещи. Извини, Греция, да, на ЕС и НАТО, да. Да. Вот. Албания тоже в эту кампанию кандидатов в члены должна была попасть.
по одной банальной причине. Дело в том, что в Евросоюзе был такой консенсус, потому что балканские страны надо принимать в Европейский Союз. И этот процесс должен был быть закончен. То есть как бы мы уже дальше стояли, как мне объяснили в планах, там уже как туда-сюда. В стратегии. Да, в стратегии какой-то, да. А балканские страны, желающие вступить в НАТО и выполняющие в ЕС, и выполняющие условия, уже было решено и по духу, и по форме, что мы их берем. И вдруг выходит Франция, и выходит там еще Дания, Нидерланды, говорят нет. И версия моих собеседников такая, что вполне возможно это влияние России. Как твое мнение? Ну, нет. Мне кажется, это все-таки больше внутренние европейские расклады. Мы знаем, Голландия традиционно является достаточно скептичной в вопросах расширения. Франция удивила. Удивила, потому что, с одной стороны, президент Макрон занимает позицию создателя такого новой Европы и движущей силы Европы, обновления Европы, а с другой стороны занимает такую консервативную позицию по поводу расширения Европейского Союза. Но невозможно обновлять и усиливать Европейский Союз без расширения. То есть расширение всегда является драйвером роста и драйвером усиления экономического роста и усиления политического веса. И я очень настороженно отнесся к этому решению с точки зрения будущего Европейского Союза, потому что Европейский Союз, если он не будет расширяться, он начнет стагнировать. Еще есть один маленький нюанс. Как показывает практика, те места на планете, откуда выходит Запад, не идет туда. Евросоюз или Америка уходит, да? Эти места почему-то либо физически, либо политически занимает держава, о которой мы только что упомянули. Это Россия. Из Сирии уходит Америка, под российскими флагами там уже люди патрулируют все города, там, да, эти сирийские. Если Европа говорит, ребят, мы пошутили, это я своими словами говорю, мы пошутили, что мы женимся, значит, подождите еще, да, то не исключено, что это моя версия. Так, если такая опасность или нет, я прошу тебя сказать, что Россия туда влезет своими гибридными методами. Сегодня раскрыта сеть ФСБ в Чехии. Не так давно, год или два назад, я уже забыл, в Черногории. Просто конкретное было желание переворота. Это одна из балканских стран тоже. Да? И что им мешает, если Европа говорит стоп? Это шанс для них, мне так кажется. Европейский Союз не отверг Северную Македонию и Албанию, но существенно затормозил интеграционные процессы. И в Северной Македонии уже вызвал внутренний политический кризис, там объявлены досрочные выборы. Я думаю, что сейчас Франция и Европейский Союз в целом попытаются как-то компенсировать свое решение в отношениях с этими странами, какими-то, может, инвестициями или политической поддержкой. Посмотрим. Но сигнал, в принципе, и не дадут им упасть в объятия России. Там и нет особо такого прям суперсильного желания, в отличие от той же Сербии. Но вопрос тут в другом. Тут вопрос большой политики. То есть Евросоюз показал, что он не готов к по-настоящему амбициозным глобальным проектам расширения своего влияния. Он показал, что мы тут пытаемся удержать, как-то наладить ситуацию в своем доме, внутри, у нас вот есть проблемы, сейчас не время. Хотя принять Северную Македонию и Албанию, скажем честно, это не супер большой риск, да, с точки зрения внутренней стабильности. Более того, можно начать переговоры и еще там много лет их поддерживать, проводить и не заканчивать. То есть я, честно говоря, все еще пытаюсь докопаться до истинных причин того, что произошло, потому что это очень-очень странное событие. И это напоминает такую политику, знаешь, как бы чего не вышло. А так как страх может быть только перед одним тут человеком, как бы Путин не расстроился. Мне кажется, что эта остановка развития Евросоюза с риском возможной дезинтеграции вызывает в Кремле совершеннейший восторг, потому что они к этому стремились, они это прямо декларировали. Сейчас одновременно происходит два процесса. Тоже хотел поговорить свой Брексит и одновременно эта история с Северной Македонией и с Албанией. Да? Мне кажется, в Кремле такого рода тенденция – это праздник.
Несомненно, они радуются любому провисанию, любому торможению. Когда речь идет о таких огромных вопросах глобальных, да, как Евросоюз, конечно, если у вас одновременно Brexit, один член выходит, а вы не можете принять решение о начале переговоров о членстве с еще двумя маленькими потенциальными членами, это говорит о том, что внутри что-то очень серьезно не так. Это говорит о том, что Союз находится в неком нисходящем тренде, и он не видит, не ощущает в себе достаточно силы для того, чтобы быть достаточно амбициозным, чтобы решать сложные задачи. Там, о чем говорить тогда по Украине, где вообще там суперсложная задача. Но другой, как говорится, Европы у нас нет. Другого Европейского Союза у нас нет. И это очень важно. Мы не должны сеять разочарование и зраду в обществе, что вот зачем они нам нужны. И у нас и так хватает. Ничего лучшего, чем Европейский Союз, пока никто не придумал на этом континенте. Поэтому да, у него проблемы, да, он разочаровывает, но ничего лучше нет. Это самая лучшая опция, доступная на этот момент. Вообще, конечно, я хочу сказать, что я и Зеленскому не завидую, что он в этот момент попал, в исторический момент попал, в общем, с такого, с корабля шоу-бизнеса на политический бал. Ты не новичок в политике, но я тебе тоже не завидую, потому что получается, что ты попал на европейское направление в тот момент, когда оно находится в самом тяжелом кризисе. Вот что ты будешь с этим делать? Как с этим бороться? Я просто не понимаю, честно. Ты совершенно прав, но зато интересно. Я же видел все процессы изнутри последние 5 лет, пребывая на дипломатической службе, и в принципе уже с 2018 года было очевидно, что ситуация с начала 2018 года стремительно ухудшается. И мы волевыми усилиями, суперизворотливостью удерживали целый ряд вопросов, в том числе возвращение россиян в ПАРЕ. И я понимал, что еще когда только заходила Украина в выборы, я понимал, что новому президенту, был бы это, кстати, Порошенко, то же самое у него было бы, или Зеленский, придется столкнуться уже с новой реальностью, потому что намного более худшей и более сложными обстоятельствами, чем были предыдущие 5 лет. И да, президенту Зеленскому сложно, но я тебе честно скажу, я видел его уже на нескольких переговорах в разных ситуациях, и он справляется. То есть он готовится, он понимает суть вопросов, у него есть понимание общей картинки. Он очень ответственно подходит к этим вопросам и слышит людей, которые, скажем так, доносят ему свое мнение по тому или иному аспекту. Ну, собственно, и у тебя, и у нового министра иностранных дел Вадима Пристайко у вас примерно были похожие направления. Да только Пристайко в НАТО занимался, представлял Украину в НАТО, в менее такой публичной организации, наверное. А ты в такой более медиа притягивающей организации, как Ассамблея Совета Европы, да? Вот. Можете ли вы сказать, что вы являетесь, хотя бы за себя, консультантом по внешней европейской политике, как президент обращается с тем, чтобы что-то в этом разбираться больше? Ну, есть Андрей Ермак, который тоже квалифицированно ведет ряд тем. Несомненно, министр находится рядом с президентом, поскольку это по нашей конституции президентская квота. Я меньше, я не претендую на роль бессменного члена круга, который советует, потому что я принадлежу к правительству и нахожусь больше в матрице правительства. Но еще раз скажу, что в тех ситуациях, когда я оказываюсь рядом с президентом в кругу, какие-то ведутся переговоры, я вижу, как президент доверяет. Очень важно, что он доверяет людям. То есть он слышит и он доверяет высказать позицию, провести какой-то небольшой элемент переговоров. Это очень важно, и это очень мотивирует команду, потому что ты понимаешь, что ты не винтик в системе. Да, ты не винтик в системе, а ты человек, который несет ответственность и имеет возможность реализации определенных идей. Ну, еще есть группа товарищей, которые давно тебя ценят, следят за твоей творческой деятельностью. Это кроме наших зрителей АТР, которые тебя сейчас довольно видят, это еще зрители российских
пропагандистских каналов. Почему-то Да. к тебе особо неравнодушие к ним. Я не знаю, чем ты их подкупил. Вот, но постоянно показывают тебя по российским каналам. Я их не очень смотрю, но бывает, что-то вижу. И вот сейчас хочу показать ролик, в котором показано, що про тебе кажуть там. Це дуже цікаво. Це така оцінка, насправді, така косвенная, но оценка деятельности нашего сегодняшнего собеседника. Вот вам представитель той самой новой власти украинской, от которой все ждут человеческого подхода, человеческого отношения и попытки понять. Это, на минуточку, вице-премьер украинского правительства. И вот... Он, рассуждая об условиях мира на Донбассе, что надо сделать, чтобы это прекратилось? Чтобы перестали убивать там мирно, чтобы перестали убивать девушек из ВСУ. Вот он рассуждает так, как настоящий государственный деятель, мощный. Послушайте условия, слушаем. Перемога – це... Победа складывается для меня из двух элементов, точнее из трех. Первый элемент – это деоккупация и реинтеграция Донбасса на правах децентрализованной части Украины. Второй шаг победы – это, безусловно, деоккупация и возвращение Крыма. И третий элемент победы – это когда российский президент приедет на Украину и склонит голову перед монументом героям антитеррористической операции или операции Объединенных сил, как она сейчас называется. Тогда это откроет путь от официального мира к реальному примирению между народами Украины и России. У президента есть очень четкая картина того, куда и как мы движемся. Сейчас все усилия направлены на деоккупацию и реинтеграцию Донбасса. В то же время мы все же являемся реалистами и понимаем, что здесь мало одного желания Украины прекратить войну. Здесь нужно еще и желание России. Понимаете, Владимир Николаевич, вот я же вижу по словам этого человека, что у него в голове никакой идеи вот этих реинтеграций. Деоккупации, вот этих мантр, которые он произносит, нету. Ну, классно же. Да, молодцы. Они очень забавные бывают. Взять и на всю Россию показать слова о том, что их президент должен склонить голову перед монументом героям АТО. Ну, браво российским журналистам, молодцы. Чего не сделаешь. Причем ты-то сказал про какого-то следующего президента, они это прямо на Путина перенаправили. То есть Да. фактически из их цитаты следует, что президент России Путин должен склонить перед ветеранами АТО голову. Молодцы, популяризируют наши сигналы, наши нарративы в России. Ну, я уверен, что они нашу программу тоже посмотрят и возьмут. Почему они так тобой интересуются? Это с ПАСЕ все пошло, да, когда там эти битвы были? Нет, первый раз это пошло с второго Минска, из Дебальцева, когда меня русское вот это вот хакерское объединение, там какой-то медведь, они у меня пытались хакнуть почту. Тогда я очень активно коммуницировал второй Минск и события в Дебальцево для западных медиа, и они это, несомненно, заметили. Я был на BBC, CNN, то есть на всех мировых каналах, по сути, комментировал это как представитель Министерства иностранных дел. И тогда это была первая волна интереса, потом немножко схлынула, а потом все 3 года в Совете Европы из-за ситуации в ПАСЕ, из-за того, что мы не давали им вернуться 3 года подряд вместе с нашими депутатами, конечно, тоже время от времени я попадал в их объективы. Ну, не давали вернуться, это точно, но зато там журналисты эти, в смысле, эти пропагандисты бегали и все время всех доставали. Зато, когда я встретил в коридоре ПАСЕ известную российскую журналистку Скобееву, она, видно, что человек подготовленный, матчасть учила, она сразу же меня узнала и сказала: «Здравствуйте, Дмитрий Иванович». То есть все запомнила. По батькове знаешь. Да, все запомнила. Что касается ПАРЕ, раз мы подошли к этой теме, ПАСЕ по-русски будет, вот что там дальше делать в нашей стране, это тоже один из вопросов, который хотел задать Дмитрию Кулебе. Но перед этим я хотел бы, чтобы мы послушали цитату министра иностранных дел Литвы Линаса Линкевичуса про ПАСЕ з Росії тепер уже. Я жалкую, що це повернення відбулось в той момент, коли не було жодного поліпшення в політиці цієї держави. Не було жодного жалю про те, що зроблено. Навпаки, незадовго до того почався процес паспортизації Донбасу, а також неприємне продовження історії з українськими військовими моряками, коли було заявлено, що рішення Міжнародного трибуналу для РФ не дійсне. Такий селективний підхід до міжнародного права – ще один доказ того, що
не можна вірити державі, яка виконує лише ті вимоги, які їй підходять, а незручні просто відкидає. І саме в такому контексті повернення Росії до ПАРЄ виглядало, як на мене, особливо непродуктивно. Кажу про це з жалем, оскільки це негативно вплинуло на авторитет Ради Європи і довіру до цієї інституції. За минулий час моє бачення цієї ситуації не змінилось. Ну, тут даже, наверное, комментировать ничего не нужно. Мы согласны, наверное, с нашим другом и другом Украины Линусом Линкевичем. Что делать? Как вести себя дальше? Работать, с одной стороны, не забывать то, что произошло, и не спускать это с рук тем, кто это сделал. С другой стороны, с холодной головой подходить к работе в ПАСЕ и принимать решения, которые будут позволять нам защищать наши интересы. Но уже ведется обсуждение того, как действовать? Или это епархия других людей? Ну, сейчас этим занимается Министерство иностранных дел. Ко мне иногда по памяти обращаются, по старой памяти, за советом. Мы там советуемся, общаемся, но я абсолютно уверен в своих коллегах, в их правильном настрое. Ну, а поставим вопрос так, быть или не быть? Возвращаться или не возвращаться в зал? Я считаю, что на каком-то этапе нужно возвращаться. Вопрос только правильно выбрать этап. Момент. Нельзя заводить эту ситуацию в тупик бесконечного невозвращения. Все имеет свою динамику. Другой вопрос, как вернулся и что там делать. И, например, то, что делегация сейчас в октябре не поехала, это позволило достичь целого ряда целей, которые произвели впечатление на Ассамблею, на Совет Европы в целом, и, скажем так, мотивировало их на определенные шаги по попытки задобрить Украину. А можно конкретно, что они хотят сейчас сделать, чтобы мы вернулись? Смотри, что произошло? Когда наши отказались ехать, то глава ПАСЕ, госпожа Паске, вот как она кричала на каждом углу, что нельзя никогда безосновательно ограничивать права никакой делегации, это она делала, чтобы вернуть Россию, да. Точно так же она абсолютно манипулятивным решением ограничила права украинской делегации, старой, которая формально еще числилась. Просто вот в наглую сманипулировав нормами регламента ПАСЕ. Потому что вот этот скрежет зубов и желание наказать Украину за неповиновение преобладало даже над здравым рассудком. Почему это произошло? Потому что они, по всем их расчетам, они считали, что Украине нечем ответить. Что Украина сделает какое-то заявление там и проглотит. А мы отозвали посла тогда, как произошло, отказались приглашать их наблюдать за украинскими выборами. В октябре они ждали, была очень серьезная работа проведена нашими французскими коллегами, чтобы мы приехали, но Украина выдержала давление, не поехали украинские депутаты. И это на будущее это помогло достичь очень важной цели, показать, что, ребята, так дело не будет. То есть вы не имеете права так поступать с этой страной. И она знает, чем ответить и как ответить. Ну, то есть, можно ли, понимаю ли правильно тебя, что просто так Украина в зал не вернется? Там есть диалог сейчас по уровню, да, ты правильно понимаешь, там есть диалог на уровне депутатов сейчас по развитию определенных там форматов и предпосылок для возвращения. То есть работа ведется, но ты абсолютно прав, просто так возвращаться смысла нет. Как настроен президент на тему ПАСЕ? Интересуется он ей вообще? Один раз в разговоре с ним эта тема всплыла. Сейчас это вопрос именно парламента. То есть у парламента сейчас есть все возможности выстроить свою политику. Я не считаю, что сегодня это вопрос уровня президента. Когда речь шла о возвращении России в ПАСЕ, и мы понимали, что решения принимаются об этом на наивысшем уровне в Берлине, в Париже, да, то да, тогда вовлечение президента было важно. Если понадобится, донесем какую-то проблему до президента, и он примет решение. Но сейчас я не вижу острой необходимости в его вовлечении. Я считаю, что все можно решить на уровне парламента. Я вообще хотел эту раньше тему затронуть, но пошел такой разговор одно с другим, потянулось. Вот твой визит сюда совпал с тем, что произошел скандал с телевидением. Ну, вообще-то сюр, конечно, все.
Значит, в телевизионном шоу была, на мой взгляд, неудачная шутка, не только на мой взгляд, была неудачная шутка про сгоревший дом бывшей главы Нацбанка. После чего, но я бы не стал задавать тебе этот вопрос, если бы не увидел реакции, по крайней мере, двух людей. Это, ну, давайте по порядку эту тему просто, может быть, кто-то не в курсе, я сталкивался с людьми, которые сегодня к вечеру об этом не знали. Вот руководство хора имени Григория Веревки, которое подпевало эту песню про там сгорела хата, они извинились перед Гонтаревой. Давайте послушаем эту цитату, а потом продовжимо. Вони там співали кілька пісень «Несе Галя воду», інше. Нам запропонували цю пісню зробити з Євгенієм Кошовим. У нас точилася розмова така, бо я сам відчував, що це непристойний жест стосовно Валерії Олексіївни. Але нам сказали, ну бачите, ми тут і Коломойського стібаємо, і президента, і депутатів, і наших депутатів. Ми це все робимо 20 років, сміємося, і тут нічого такого немає. Цю тему обговорюють. Мені неприємно, звичайно, це було неправильне рішення, але це вже сталося. Я вибачаюсь перед Валерією Гонтаревою. Ну, на эту ситуацию отреагировал также многие. Но я не знаю, можно найти, наверное, 2-3 человек из более-менее известных стране людей, кто ничего по этому поводу не написал или не сказал. В том числе у себя в Facebook написал бывший министр иностранных дел. Пытаюсь быстро это все проговорить, не получается. Павел Климкин. Давайте послушаем его мнение об этой ситуации тоже. Щось я не вірю в щирість вибачень за цю пісню хору імені Вірьовки. Просто піднялась хвиля і полетіли спроби вибачень, а репутацію хору зруйнували вщент. І цинізму від вибачень теж у суспільстві менше не стає. Можливо, на прикладі цієї історії хтось і навчиться. Тільки от сумно, що вчимося ми лише на власних помилках. І то не факт, і від того ще сумніше. Ну и кроме того, твой коллега по кабинету министров отреагировал почти сразу утром сегодня Тимофей Милованов, министр экономики. Он сказал, что это нехорошая история для Запада, потому что не принято так. Он большой пост так достаточно написал. Министр культуры извинился сразу, еще вчера поздно ночью, за участие государственного хора в этой, на взгляд многих, неудачной репризе. Но это то, к чему я подвожу, почему я эту тему решил затронуть с тобой. Также и по мнению фонда демократической инициативы имени Ильки Кучерева, Ирины Бекешкиной, она достаточно авторитетный человек в Украине. Скандал вокруг хора имени Веревки может повлиять на переговоры Украины с Международным валютным фондом. Об этом она сказала сегодня в эфире АТР. Давайте посмотрим и тогда уже будем обсуждать. І є точка зору економічна. Її висловив, до речі, міністр економіки Милованов, що тут можуть бути проблеми, тому що це не секрет, і про це неодноразово говорили, що поки що затримка стран Міжнародного валютного фонду пов'язана з тим, що вони очікують, наскільки Коломойський має вплив на процеси в Україні. Тут, оскільки це і 1+1, це Коломойського, власне, телеканал, і квартал має відношення до Коломойського, і очевидно, що це помста Коломойського Гонтаревої. Тут питання все-таки. Цитаты закончились. Я хочу лично твою оценку узнать и моральной, и политической точки зрения, с политической точки зрения этого инцидента. Я могу повторить слово, которое ты использовал. Вся эта ситуация – это тотальный сюр. То есть одни шутят над сожженным домом бывшей главы Национального банка. При всем моем уважении господин Бекешкин, социолог, начинает рассказывать о том, как это повлияет на наши отношения с МВФ. Фейсбук заполнен всеми, все чего-то комментируют, все сразу все знают, все понимают, все раскрыли все коварные планы власти. 95-й квартал выходит с заявлением, что шутили, шутим и будем шутить. То есть мы находимся в таком классическом информационном каскаде, когда мы тонем и в вопросе шутки, неудачные шутки, показанные по телевизору, и выстраиваем на этом основании огромное количество конспирологических версий о том, куда это нас приведет.
Я считаю, что нам надо все-таки немножко контролировать все эмоции и рассуждать рационально насчет того, что происходит, почему это происходит. Авторам 95-го квартала нужно просто понять один простой факт, что они уже не просто авторы одного из самых популярных телешоу Украины, а и находятся под пристальным вниманием тех, кто хочет так или иначе интерпретировать их творчество. То есть абсолютно сюрная ситуация, хорошо было бы, если бы ее не было вот во всей своей полноте, но она есть, надо ее пережить и заниматься дальше хорошими делами. А как ее купировать? Какими методами можно? Купировать? Ну, да, в глазах Запада и внутри страны. Ну, послушай, Тимофей вернулся с МВФ, то есть у него там какие-то свежие впечатления, очевидно, он написал этот пост. Но купировать надо очень просто, надо ставить это все позади. То есть надо не повторять ошибки. Это очень просто все купируется. Нужно проехать и работать дальше на результат. А теперь мы неожиданно вернемся к теме Македонии, Северной и Албании. И вот если не говорить о них вообще, но наверняка ты об этом думал. Какой сигнал Европа дала Украине этим отказом дальше пропускать эти страны, да? И сложнее нам станет разговаривать с европейцами после, казалось бы, не касающихся нас событий. Вот что Украине надо делать вот сейчас, как говорить с европейцами? Сигнал, ну, они не давали нам целенаправленно никакой сигнал, да, но вывод, который мы можем извлечь из этой ситуации, в том, что на данном этапе Европейский Союз не может позволить себе быть амбициозным. Это означает, что когда мы выйдем с какими-то амбициозными инициативами в Европейский Союз и начнем что-то предлагать им такое большое по интеграции, не по членству, до членства нам еще далеко, но по интеграции, то нам будет сложнее пробивать эти темы. Вот для меня это главный сигнал, который я получил. И вопрос еще более широкий. Ты опытный дипломат. По ощущениям от общения даже по тону, как они разговаривают, часто ли разговаривают, уходят разговоры, видно, допустим, разговор о санкциях. Да? Нам все время говорят, что санкции скоро снимут. Ну, это Россия такие вещи, конечно, закидывает. Но, наверное, есть и причины волноваться действительно, потому что вот Россию вернули в ПАСЕ без выполнения каких-либо решений. Россия до сих пор не выполнила, кстати, решение морского трибунала, она не вернула корабли, решение-то не выполнено все равно, да, ну и так далее. Есть ли у тебя, как у дипломата, а теперь уже как у госчиновника, вице-премьера, опасения, что будут предприняты попытки ослабить или снять санкции в России? И если да, то могут ли они быть успешными, как в истории с ПАСЕ? Да, санкции пытаются снять с первого же дня после их введения. Это все мы в этой матрице 5 лет прожили и понимаем прекрасно логику происходящего. Мы не должны ставить свою политику противодействия российской агрессии в зависимости исключительно от санкций. Несомненно, санкции являются очень такой, одним из... Знаешь, как вот летит самолет. Да? Есть самолет, у которого с 2 двигателями. Есть самолет, у которого один двигатель откажет, и он падает. А есть самолет, у которого оба двигателя откажут, а он все равно приземлится. Так вот, санкции – это один из двигателей вот этого самолета, который позволяет нам противодействовать российской агрессии. Мы должны построить такую систему, что даже если у нас откажут там оба двигателя, и кроме санкций отпадут еще и, в принципе, отпадет желание наших там некоторых партнеров и даже политически сдерживать Россию. Это же не только экономика. Отказ от санкций – это политическое решение, в первую очередь. Но вот я говорю, что если даже это, чтобы мы все равно безопасно приземлили свой самолет. Вот какая должна быть экономика. А для этого политика. А для этого нужно наращивать мышцы, для этого должна быть экономика, для этого должны быть армия, для этого должны быть иностранные инвестиции. Это очень сложная комплексная материя. Правда ли, что со слабыми не разговаривают, даже в современном мире, где, со слабыми? То есть вот ты про силу сказал, что чтобы нам быть более значимыми в Европе и мире, нам, грубо говоря, нужно иметь сильную армию. Например, Израиль, я думаю, все уже это приведут, да, который, в принципе, хоть и член НАТО, но я думаю, что по большому счету они ни на кого не надеются. Вот
Что-то похоже, что что-то такое нас ждет. Ну, в принципе, нужно свою безопасность выстраивать прежде всего из расчета на собственные силы, потому что ты никогда не знаешь, как оно все повернется. Коллективная безопасность может быть только надстройкой над пониманием твоей индивидуальной безопасности. Поэтому над этим надо работать, и над этим работаем. Мы сейчас не находимся в позиции там суперслабого, у нас стабильная экономика, у нас нет... Мы хотим, конечно, чтобы она становилась мощнее, но она не находится в кризисе. У нас есть макрофинансовая стабильность, макроэкономическая стабильность. Но мы понимаем, что нам противостоит экономика намного более сильная нашей, и армия намного более большая, намного более большая, уже по-русски я отучился, большая и более современно оснащенная, чем наша. И вот из этих реалий надо исходить. Я хотел еще одну страну рассмотреть, которая вроде далеко, Испания. И в ней есть область Каталония, на нас. Автономная область, там каталанский язык, там, как бы все есть. И там была попытка референдума, понятно, после которого там суды были над организаторами этого референдума, после чего их посадили на достаточно серьезные сроки. И сейчас происходят беспорядки. И многие говорят, что вот в этом тоже очаге возможной дезинтеграции Европы тоже может быть замешана Москва. Вот как ты думаешь, влияют они, пытаются они влиять на эти вещи? Я всегда исхожу из того, что любая страна должна не упускать возможности повлиять там, где у нее есть свой интерес. Мы всегда должны из этого исходить. Если есть интерес у русских в Каталонии, конечно, они будут искать любую возможность там повлиять на эту ситуацию. И сейчас такая возможность им предоставлена. Но мы должны, в принципе, не искать везде русский след. Уже понятно, что везде есть русский след. Это можно как гипотезу такую общую выдвигать. Мы должны понимать, этим уже никого не удивишь. Нашли русский след, супер. Ну, все знают, что они там, в принципе, есть. Ты там ссылался на Чехию, на другие кейсы. Мы должны понимать, где мы в этой картине, что мы делаем, как мы защищаем свой национальный интерес. Нам нужно больше фокусироваться на себе, на своих возможностях, чем на возможностях России. Понятно, что они у нее есть, и она будет всегда иметь возможность тратить даже последнюю копейку на какие-то внешнеполитические операции. Насколько серьезно повлияет Брексит, который выходит на финишную прямую, судя по всему? Некоторые даже не верили, что он дойдет до этого, но в итоге дошел. Насколько сильно он повлияет на дезинтеграцию ЕС, на политическое ослабление ЕС, и каким образом на Британию, которая, кстати, является тоже самым по себе еще отдельно, в общем, партнером Украины, да, и серьезно антироссийской державой. Вот что изменится после Брексита, на твой взгляд, опытного человека? Дезинтеграции Европейского Союза не будет. Политический, мы потеряем важный голос проукраинский в Европейском Союзе. Европейскому Союзу станет чуть легче в плане того, что у Британии всегда была отдельная позиция по ряду вопросов. Им было тяжелее достигать консенсуса. То есть я думаю, что Европейский Союз сбалансирует негативы и позитивы от выхода Британии. Британии будет очень сложно справляться с Брекситом, с его последствиями. Я думаю, что в плане политического взбудораживания общества и внутриполитических тенденций британцы потратят много лет еще, прежде чем вернуться в состояние какой-то стабильности и устойчивости. Но Великобритания потому и считается великой, что она способна переживать кризисы. Я думаю, что в конце концов у них все будет хорошо. Ты оптимист, конечно. Но... Нет, я просто знаю историю, поэтому... История ничему не учит, потому что дает примеры всего. Не помню, кто это сказал. Да, абсолютно правильно. Но смотри, там же, вот насколько я понял тебя, если я правильно понял, что главная угроза от Брексита для Британии не экономическая, а угроза, допустим, возможного дальнейшего раскола. Потому что Шотландия уже говорила о том, что есть идеи, но тогда не хватило голосов сепаратистов, как их назовем? Индепендистов. Да, индепендистов. Да. Вот. И тут уже они-то хотят большинство в ЕС остаться. Повод есть, да? И в Северной Ирландии повод есть. Тут рядом граница страны ЕС, Ирландии и так далее. Я думаю, что если решения, которые были согласованы, заработают, то никаких угроз выхода кого-то из Объединенного Королевства не будет. Это все будет отрегулировано.
Тут вопрос в другом, что вообще-то британский парламент еще не ратифицировал соглашение. То есть мы еще дождемся ратификации парламентом соглашения, а потом будем уже финальную точку ставить в Брексите. Потому что когда Джонсон договорился с ЕС о новом соглашении, я даже хотел твитнуть что-то такое, что вот молодцы, свершилось. А потом думаю, не-не-не, лучше я подую на воду, подожду, потому что уже несколько раз они пытались ратифицировать это соглашение и каждый раз проваливались. То есть сейчас Брексит не окончательный тоже? Да? Не-не-не, пока соглашение не будет ратифицировано, британским парламентом рано радоваться. А вообще вот простой вопрос можно задать. Как ты думаешь, нафиг он вообще был нужен Британии? На особом положении в ЕС, своя валюта, на свой нацбанк, ну все свое. Они, по сути дела, в Европе никак... ничем не жертвовали из суверенитета. Гораздо меньше, чем другие страны вкладывали своего суверенитета в общий дом. Что послужило причиной вообще для Брексита? С точки зрения практичной политики, Брексит является результатом ошибок, совершенных британскими политиками в своей внутренней политике. С точки зрения исторического процесса, Брексит является ярким свидетельством того, что национальные интересы стали выше коллективных. То есть эпоха, когда считалось, что коллективный интерес выше национального, она сейчас подвергается очень серьезному удару. И я думаю, что заканчивается. Да. Ну и переходим к последней части нашей программы. 10 минут мы хочу посвятить теме нормандского формата, так называемого. Наверное, она не твоя вот сейчас по факту, моя, да, не твоя. Но будем как эксперты спрашивать у тебя, потому что на самом деле важно. Ну, это то, что все обсуждают, вот это никуда не денешься. Канцлер Германии Ангела Меркель провела телефонный разговор с Путиным. Об этом сообщает Deutsche Welle с ссылкой на представителя немецкого правительства Штефана Зайберта. Главной темой переговоров стала подготовка к проведению саммита Нормандской четверки. Достигнута договоренность, что соответствующая работа продолжится по линии помощников лидеров и руководства внешнеполитического ведомства. Сказано в сообщении. Давайте послушаем цитату и обсудим, что может быть дальше на міжнародній арені з Україною. Під час обговорення ситуації з врегулюванням в Україні підтверджено важливість неухильного виконання положень Мінського комплексу заходів і домовленостей, досягнутих в ході зустрічей на вищому рівні в нормандському форматі. В першу чергу це відноситься до імплементації формули Штайнмаєра в українське законодавство, а також до розведення сил і засобів на узгоджених ділянках лінії зіткнення у населених пунктах Золоте і Петрівське. Київ же під різними приводами відмовляється відводити звідти свої підрозділи і військову техніку. По ощущениям, я понимаю, что это не твоя епархия по службе. Будет ли встреча в нормандском формате? Если будет, то как скоро? Ждали эту встречу в сентябре, ждали в октябре, теперь ждем в ноябре. Я бы, вот честно, ничего не загадывал. То есть у меня есть некие внутренние ощущения, как ты говоришь, но я не хочу сейчас никаких сенсаций продуцировать. Я очень уважаю своих коллег, Вадима Пристайка, Андрея Ермака, которые несут на себя бремя восточного вектора нашей политики. И я понимаю, насколько им сложно, и как любое слово или полуслово или интонация может помешать их работе. Поэтому воздержусь от комментариев, но я думаю, сам факт того, что уже дважды встреча переносилась, после того, как даже уже президент Макрон говорил, что точно теперь встречаемся, уже телезрителям о многом говорит. А главный двигатель, что ли, вот этой нормандской четверки и посредник, не знаю, как его назвать, между там, Путиным и Украиной, это Макрон сейчас все-таки? Ну как, президент Макрон в принципе сейчас занимает нишу движущей силы Европы. Он выступает с нестандартными инициативами, он берет на себя лидерство. Но конкретно в нормандской истории ничто не может сравниться с опытом и институциональной памятью канцлера Меркель. Скажем так, с правильной стороны, когда речь идет. Ты сказал институциональная память. Да, то есть она помнит, всю эту историю с самого начала, поэтому, несомненно, она является одним из лидеров этого процесса также. На Донбассе, вопреки, может, чьим-то ожиданиям, может быть, декларациям просто, вопреки,
никакого мирного процесса не происходит. Более того, мы наблюдаем такую ситуацию, что в российских СМИ все чаще говорят, что Зеленский это такой же Порошенко, только новый. Отдают приказ стрелять, каждый день обстрелы. И мы понимаем, что это не какие-то там шахтеры и трактористы пуляют в нашу сторону что-то. Да? Там все под приказом. Если говорят стрелять, тем более в районе где-то, где вот планировалось возведение, наверное, это приказ все-таки из Москвы. Да? Вот чего, если предположить, что вот я сейчас прав, и они таким образом бомбят вот инициативу Зеленского о встрече в нормандском формате, чего добивается, чего хочет добиться Путин, Россия от Украины, каких уступок предварительных, и, наверное, не зря они встречаются тоже с Меркель, с Макроном, они что-то пытаются от нас получить, куда-то нас сдвинуть. Вот что? В переговорах любых ты всегда хочешь, чтобы твой партнер вошел в эти переговоры в наиболее ослабленной позиции, чтобы у тебя было больше шансов и возможностей укрепить свои позиции. Поэтому, несомненно, та возня, которую мы видим вокруг нормандского формата со стороны России, это попытка ослабить Украину, создать еще больше проблем президенту Зеленскому перед тем, как они соберутся в нормандском формате. Вот вокруг этого сейчас все и крутится. Получится ослабить Украину у них? Слушай, я член правительства, и, конечно, веры моим словам у кого-то может быть не очень, но я вижу ситуацию изнутри, и я уверен в решимости президента защитить территориальную целостность нашего государства. Вот эти красные линии, которые были объявлены, которые произвели эффект взрыва в России, эти линии фактически дезавуируют идеи Путина встроить вот такую раковую опухоль вот в этом виде, да, встроить с этими боевиками, со всеми там без контроля границы в Украину. Они реагировали на это, они даже сначала не верили, что это позиция официальная. Да? Они говорят, подождем, посмотрим и так далее. Это был правильный шаг с нашей стороны? Я не буду комментировать, правильно или неправильно, опять же, потому что это мои коллеги этим занимаются, они принимают решение, что там, как происходит. Я могу сказать только одно, то есть, что для России сейчас очень важно либо встроить, как ты сказал, от оккупированной территории Донецкой и Луганской области в неком действительно суперособом статусе с какими-то экстра правами в Украину, но там ключевое право, которое они хотят, конечно, исторически они это заявляли, да, право, вот так условное право вето, да. Либо, если это не будет получаться, а пока это не получается, то есть усилия будут направлены на то, чтобы вот эта сама тема реинтеграции приводила к как можно большему хаосу, дискуссиям, эмоциям внутри страны, чтобы оно изнутри, сама страна изнутри начала себя уничтожать. И то есть Россия всегда действует так, чтобы оставлять себе как можно больше вариантов для маневра. Сейчас у них есть вот такая история. То есть если не будет проходить история с правом вето, то мы увидим внутри страны много клэшей, много столкновений, эмоций на тему того, что вот сдаете страну, не дадим вам сдать страну. И это все будет разжигаться и подживливаться, я не знаю, как по-русски. Какая цель России на ближайший год в отношении Украины? Я думаю, что цели остаются неизменными, то есть вернуть Украину. То есть на год, на 2, на 5, на 10. Эта цель будет неизменной. Если бы они приняли факт ухода Украины и научились строить такую модель, там, как условно, с отношений, как когда-то с Польшей начали строить, там, потом с Финляндией, то есть это все от них уходили, бывшие части. Подимперские, да. Да, мы бы уже намного были все более счастливы, и всем бы было хорошо. И нам бы было хорошо, и им бы было хорошо. Но поскольку Украина в русском мышлении не находится в зоне рационального, она находится в зоне иррационального, то мы вынуждены отбиваться от них руками и ногами. И последняя тема, которую я хотел поднять, она вроде такая даже неожиданная, но из Германии это пишет «Украинская правда», точнее «Европейская правда», это подразделение «Украинской правды». МИД Германии против признания Голодомора геноцидом украинцев.
Значит, как сообщает «Европейская правда», об этом в интервью украинской службе Deutsche Welle заявил, сокращаю, депутат от правящего ХДС, это партия Меркель. Там смысл в чем? Петиция набрала какое-то количество голосов, парламентский комитет его рассматривает, и МИД против того, чтобы даже рассматривать в парламенте геноцид украинцев, Голодомор. Якобы потому, что до 1951 года, когда это происходило, не было формулировки геноцида вообще, да. Ну и сейчас, как бы, и опять вот это, кроме украинцев, гибли в то же самое время там и там еще где-то, в России, на Кавказе, в Поволжье люди. Что это? Это тоже влияние России на европейскую политику? У нас минута всего. Я, честно говоря, не владею конкретно этим аспектом наших отношений с Германией, но, в принципе, Германия всегда считала, что там, где можно избежать раздраконивания России, то лучше этого избежать. Возможно, это одна из причин того, что произошло, но мне, правда, нужно разобраться более внимательно в этом вопросе. Спасибо, что пришел. У нас в гостях был Дмитрий Кулеба, вице-премьер по вопросам европейской евроатлантической интеграции Украины. Смотрите АТР, не переключайтесь, подписывайтесь на наши каналы в YouTube, в Telegram, Facebook, в общем, везде. Всего доброго, до новых встреч.